Сегодня в теплой дружеской атмосфере мы будем вместе с вами отмечать 5-летие молодежного общественного движения «Айтал». Молодежное общественное движение «Айтал» было официально зарегистрировано 24 марта 2009 года. И мы рады отметить наш юбилей именно сегодня, в День Республики Саха-Якутия. Для приветственного слова приглашается председатель нашего молодежного движения Виктория Шилова. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Я подготовила небольшой доклад, он совсем коротенький. Во-первых, я хочу вас всех поприветствовать на нашем праздничном мероприятии, которое приурочен, как уже мои коллеги сказали, 5-летию нашего движения. 5 лет – это, конечно, совсем маленький срок, но это уже, мы считаем, большим шагом в историю студенчества, якутского студенчества в Москве. 2009 год был объявлен в России годом молодежи. По инициативе руководства постоянного представительства Республики Саха-Якутия и Министерства по молодежной политике тоже нашей республики на базе 2 организаций Тюмень и Саха-Москва была организована наше движение, молодежное общественное движение «Айтал». Первым председателем единогласно была выбрана Лена Накентьевна Томская. Именно она стала главным наставником первого состава движения, нашего движения. В первый год работы было особенно важно выбрать правильно разработанную траекторию деятельности нашего движения. Советы и наставления наших старших коллег оказали большое влияние на становление активистов как профессионалов своего дела. Многие проекты, предложенные ребятами, были радушно приняты руководством Поспредства, руководством Министерства профобразования, Министерством по молодежной политике. В 2009 году наши ребята впервые посетили молодежный общероссийский форум «Селигер», а также побывали в городе Вилюйске в команде центровузников, студентов, обучающихся в центральных вузах. В 2010 году были реализованы такие крупные проекты, как «Найдем якутского солдата» и «Подружись с ветераном». Сегодня я бы хотела уверить вас, что эти проекты мы возобновим к 70-летию победы в Великой Отечественной войне в следующем году. В 2010 году председателем была избрана Ольга Иванова. Она сегодня у нас в гостях, приехала из Якутска. Спасибо большое. В 2012 году председателем мы выбрали Валентина Романова, студента Московского финансово-промышленного университета. Проекты, подготовленные с 2010 по 2012, а также 2013 год, вы сегодня увидите на этой замечательной сцене. Эффективную поддержку наших инициатив и начинаний мы, конечно же, получаем от наших старших коллег региональной общественной организации «Якутское землячество» в Москве. Именно старшее поколение является для нас ярким примером и ориентиром то, как надо работать с коллегами старшего возраста, а также с коллегами со своими ровесниками и сверстниками. Мы гордимся, что в начале 2014 года наше движение вошло в 5 лучших молодежных организаций Республики Саха-Якутия. Сегодня ориентиром деятельности нашего движения является увеличение численности молодых людей, обладающих такими компетенциями, как креативное проектное мышление, способность генерировать инновации, осознанное и ответственное социальное поведение, выстраивание карьерных траекторий. Все это направлено на развитие конкурентоспособности молодого поколения и является основой современной молодежной государственной политики. Дорогие друзья, уважайте прошлое, берегите настоящее, верьте в будущее. Любите нашу республику так, как любим мы ее. С Днем Республики! С большим уважением я приглашаю на сцену для поздравительных и напутственных слов нами уважаемых гостей. Депутата Государственной Думы Российской Федерации Федота Семеновича Тумусова, первого заместителя постоянного представителя Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Юрия Вадимовича Заболева, заместителя председателя Совета региональной общественной организации «Якутское землячество» в Москве Людмилу Васильевну Павлову. А также нашу маму, все мы ее считаем мамой, руководителя социального управления постоянного представительства Ольгу Сергеевну Быкову.
дорогие друзья, уважаемые гости, от имени Государственной Думы Российской Федерации поздравляю вас с вашим замечательным юбилеем, 5-летием Айтал! А также для нас, якутян, сегодня тоже замечательный день, день нашей республики. Поздравляем! Дорогие друзья, студенческая дружба, студенческое творчество, студенческая любовь – это самое светлое, самое сильное, самое лучшее время в жизни каждого из нас. И вы это потом ощутите. Я в свои студенческие годы увлекался поэзией, и вот читать я имею в виду. И был такой поэт шотландский, Роберт Бернс. И он однажды, несколько столетий назад, воскликнул, да? Давай выпьем старина за дружбу старую до дна. И мы со студенческими друзьями, когда встречаемся, всегда поднимаем бокал чая и всегда говорим: давай выпьем старина за дружбу старую до дна. И вы тоже всю жизнь пронесете вашу дружбу, ваше творчество с таким чувством. И хочу пожелать в этот праздничный день всем вам счастья, любви и успехов, и удачи. Как вы сами себе говорите, кучу денег и море любви. И разрешите мне в этот радостный день, мы с вами тоже сотрудничаем, работаем с вашими активистами. Я очень благодарен вам за то, что вы выступили с инициативой и провели вот деловые игры недавно. И это был очень прекрасный праздник творчества. И хочу в связи с этим некоторым самым активным нашим друзьям вручить благодарственные письма и маленькие ценные подарки. Разрешаете? Благодарственное письмо разрешите вручить Анне Поповой, студентке Московского государственного университета по части имени Ивана Федорова. Поскольку мы с вами находимся в доме, дворце молодежного парламентаризма, тут маленький такой сувенирчик, да, портретом Путина и Тубусова. И к нему маленькое приложение. Благодарственное письмо разрешите вручить Алексею Павлову, студенту Московского государственного горного университета. Благодарственное письмо разрешите вручить Михаилу Миронову, студенту Российского государственного аграрного университета. Еще раз с праздником, еще раз с юбилеем, кучу денег, море любви. Дорогие друзья, ваш юбилей, первый юбилей, проходит в знаменательные дни. Дни Республики Саха-Якутия. Помните, что основатель нашей республики, один из основателей, Максим Кириллович Амосов, в 24 года уже возглавлял нашу республику. Так что у вас все впереди. А пожелать я вам хочу следующего. Чтобы настоящий юбилей 50 лет этого движения встретили ваши внуки. Счастья, любви, успехов и, безусловно, новых творческих побед. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие гости. Мне очень приятно то, что сегодня вот такой юбилейный день объявить о том, что молодежное общественное движение «Айтал» стало коллективным членом региональной общественной организации «Якутское землячество». И позвольте вручить свидетельство. Надо сказать, что мы зарегистрировали
началось, конечно, позднее, нам всего 3 года. Ну а вообще-то землячество здесь, в Москве, было организовано в 20-е годы со времен появления здесь студентов. То есть землячество начиналось со студенческого объединения. Ну а за эти 3 года мы активно помогали становлению и работе, как сегодня говорила председатель, молодежному движению «Айтал». За эти годы за счет спонсоров, за счет наших членов землячества было направлено почти 2 миллиона рублей на ваши мероприятия. Вот даже вот если сказать, вот 2 больших крупных мероприятия, то, что проходили в Якутске, спартакиада по национальным видам спорта на игры Манчары, вот спонсировал генеральный директор Невский бриллиант Хихинашвили Тамазуй Юрьевич. Это вот буквально, скажите, 350 тысяч было направлено на экипировку. Вот представляете, вот такие вот, такая большая забота и такое внимание оказывается нашими старшими ветеранами, нашими членами землячества. Я желаю вам прежде всего, конечно, успеха в учебе, потому что это прежде всего, это будет вашим, так сказать, вкладом для большой нашей, для процветания нашей республики. Счастья, благополучия, но, естественно, активного участия в общественной жизни нашего землячества и Москвы в целом. Дорогие мои, я даже не знаю, как сказать вам, потому что я действительно, как Вика сказала, ну, наверное, впоследствии действительно как ваша мама, к которой вы все ко мне приходите со своими бедами, со своими заботами, со всеми своими вопросами. И я думаю, что ни один человек, который приходил к нам в социальное управление, не остался, как бы скажем, без нашей поддержки, без нашей помощи. Вот. Ну, так как я тоже сама мама, и у меня дети тоже не так намного старше вас, то, конечно, я очень прекрасно понимаю все ваши заботы, все ваши вопросы и так далее, они мне очень близки. И поэтому, как бы с нашей стороны мы стараемся, ну, что можно сделать, как помочь, мы все делаем. И я думаю, что вы в стенах нашего постоянного представительства чувствуете себя очень уютно, потому что действительно у нас прекрасный зал Вархо, в котором вы можете собираться, репетировать, дискутировать, проводить свои клубы по интересам. Поэтому, значит, постоянное представительство всегда открыто для вас. И поэтому я, как своим детям, естественно, хочу пожелать что? Самое главное, конечно, здоровье. Самое главное, чтобы у вас все получалось, чтобы у вас всегда был такой молодежный, хороший оптимизм. И самое главное, стремление сделать хорошо не только себе, но и своей республике. Удачи, счастья! Дорогие друзья, сегодня в зале, в зрительном зале уже есть выпускники молодежного общественного движения «Айтал». Выпускники, я прошу вас показать себя. Встаньте, пожалуйста. Выпускники молодежного общественного движения «Айтал». Поприветствуйте их. И слово для приветствия передаю коллеге Ивановой Ольге. Вика, добрый день, Ольга Сергеевна, Людмила Васильевна. Я очень рада сегодня видеть вас здесь, в день 5-летия «Айтал», в день государственности нашей республики. Поздравляю вас с 5-летием, вы молодцы. Разрешите сейчас от имени одного из зачинателей нашего движения, Айхала Ивановича Габышева, который тоже стоял вместе с нами у истоков организации «Айтала». И разрешите вручить приветственный адрес, сейчас я зачитаю.
элите молодежи, активистам МОД Айтал Республики Саха-Якутия с 5-летием создания организации и успешной деятельности по развитию студенческого самоуправления якутян в городе Москва, с гордостью за вашу активную гражданскую позицию, патриотизм и высокие достижения в сфере государственной молодежной политики, а также с пожеланиями о дальнейшем росте и процветании по благе родной и любимой республики от ваших старших братьев, от Айхала Габышева и от меня лично. Сейчас я Ольга Копырина. Я вышла замуж тоже за студента Москвы. Слово сказать. Я очень сегодня рада за вас. На самом деле сейчас у вас самые прекрасные ваши дни. Студенчество очень такое драйвое, творческое. Вы молодцы, еще раз повторюсь. И к тому же я пришла с подарком, еще с одним от партии «Единая Россия», которая тоже соизволила вас сегодня поздравить и тоже направила приветственный адрес. Они вас горячо поздравляют с 5-летием Айтал. Наверное, это успех, да, то, что вас теперь уже все знают в республике и вас поздравляют. Все. Руй Айхал. Жалко уже отдавать сердце, неделю был со мной ради вас. Спасибо большое, коллеги. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Я даю старт нашему концерту, но для начала экскурс в историю. Some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever want to grow up, and I wanna keep it going, keep it going, come on. Yes, I can, doubt better leave, I'm running with this plan. Pull me, grabs in the bucket, can't have me, I'll be the president one day. January 1st, oh you like that gossip, like you the one drinking what gossip.com. Now I got a word for your tongue. How many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus made back. I got a feeling it's a rap. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No deal, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitcher's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more, so I can go until I blow up, and I can drink until I throw up, and I don't ever want to grow up, and I wanna keep it going, keep it going, come on.
президента Института стали и сплавов Михаила Копылина была создана группа кураторов во всех университетах, где учатся наши земляки. В наше время работа кураторов является одним из самых важных и ответственных наших направлений. Итак, громкими аплодисментами встречаем на сцене наших самых важных и любимых кураторов. В жизни студентов возникают различные трудности и вопросы, которые бывает сложно решить самим. Например, где моя стипендия? Когда она поступит? И тогда на помощь приходят кураторы. Как мне сдать сессию? Как же она меня достала? Бегут кураторы вузов. Меня забирает полиция. Помогите. Что мне делать? Не оставят в беде своих студентов кураторы вузов. А что нужно для матпомощи? Кому сдать квитанцию за общежитие? Ну, примите мои документы. Поверите, кураторы снова в деле. Я один. У меня нет друзей. Меня никто не понимает. Чувствую сердца.
И куратором может стать каждый из вас. Ведь достаточно иметь инициативу, желание помочь своим друзьям и проявить активность. Алексеева Гюльней, Московский государственный агроинженерный университет. Корякина Сахаяна, Московский институт стали и сплавов. Яковлева Саяна, Московский государственный университет природоустройства. Адушинова Анна, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Елисеева Анастасия, Московский горный институт. Васильева Василина, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Евсеева Туяра, Московский государственный технический университет имени Баумана. Кривошапкина Юлия, Московский государственный технический университет гражданской авиации. И суперкуратор Яна Васильева, Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. И куратор главного вуза страны Московского государственного университета имени Ломоносова Александра Чекидова. Как вы знаете, сегодня мы собрались для празднования 5-летнего юбилея нашего молодежного общественного движения. А вы помните, что сегодня исполняется ровно год, как образовалась наш новый блог Айтал ТВ, благодаря которому вы узнаете о наших грядущих, предыдущих и совсем далеких событиях. Так что встречаем. Attention, s'il vous plaît, то есть внимание на экран. И да, дорогой админ, обнови, пожалуйста, группу «Подслушано». Club
вместе еще раз поаплодируем талантливой команде Айтал ТВ. В особенности Михаилу Кузьмину и Айсену Васильеву, которые практически всегда остаются за кадром. И даже сейчас они находятся в операторской. Теперь приглашаем на сцену лучезарную Татьяну Лукину и нашего выпускника, ведущего Айтал ТВ Михаила Копырина. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Всем привет! Так, находясь далеко от своей родины, мы не забываем о своих традициях и корнях. Ведь это очень легко затеряться в такой многонациональной, многокультурной стране, как Россия, особенно в городе Москва. Итак, встречайте культурный блок молодежного общественного движения «Айтал». Я у бабушки. Селфи. Привет. Это баба. Хата оғып келеді. Сонунут кәпсәдіқ бә әлбәқ қылады. Бәйі пейсебін оңы қата бүгін әйін кірадық қатшыған өтемден үйері аларығын. Өте по истебет тұбығы тоқ бұдай бұ. Мырзым, видеоға радио еще появлен. Қадірмде, я? Төбі тоқ бұтын үме қайырын өмді бұ. Чағас келбеді қарағым тұқарыстабат бұғы. Қады бұл бағымы тоқ мода тұрар кетлакинері. Мода ден тоқ бұды ел. Кәлі ғылығы бар маңна. Мен әйеға кәпсейім ду. Ғылы әп білағым ду. Жаңнақ жаң ден тұғый. Ән айылға тұғын ехіндәқіне. Мас сұғын ұра. Сас болара. Сайын кәлері. Ол болара чыға ән дуғаға. Сибекки үмбүдүк көрдүк үдүе керен. Ол кемлерин бет билигин нада үчүгейдик саныгы. Yeah.
ден түгін білеқін бағарат болуаққына ән бұмандық мода дейді әккеветек қараққын жабылын ұтой надата хоқ. Ән еңеген оңон, көрілен, білігін оғы сылжамын, күрдік жевер орыбат әдем, сүйрен көтен, доғыттарбын тіпті сеттіген, алағы бір күні сүйрен көрілен, білігін саныр бар, дұғам сыланыр. Ол көрдік мен 15 састағы бар әмер кіталы күн көрбіттәғім. Ол еген білген бұнға жүгөй сенердәғ, жаллақ кейуден бейбін аттанабын. Оннук хылы, ән хахан күтін бәйін сөбәққар иджахарыттаққына, культурабытын білер болуақпытына, отчоғар әбіхін арылыппыт сайдар кықтақ, әдәр итчат оны өйдөқ тұстақпыт. Отчоғар әбіхігін арылыппыт иннекеге кәскілләқ болуқтақ, бәйін нұрот сүриячыларын білінген үйеретергер үңірабыт. Bakka, hop sarani dun bakka, olur go yürüne.
университета природообустройства замечательную девушку Саяну Яковлеву и девушку с удивительной фамилией Валентину Тангаёсову. Я мыслю, значит существую. Интеллектуальное развитие – это самый главный шаг к самосовершенствованию. Вот уже 4 года в стенах постоянного представительства проходит интеллектуальная игра «Что, где, когда». Встречаем Алину Дегясову и Николая Хаврова. Что, где, когда. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Приглашаем на сцену знатоков, участников весеннего сезона игр «Что, где, когда» команду «Куяр». Представьте, пожалуйста. Меня зовут Ноева Вероника. Акимова Мария. Винокурова Лариса. Попова Гюннель. Спиридонов Кирилл. Сейчас, дорогие друзья, мы поиграем. Как в настоящей телевизионной игре «Что, где, когда» есть такой раунд. Знатоки против зрителей. Зрители, вы принимаете вызов? Молодцы. Итак, объясняю правила игры. Я задаю вопрос, дается 30 секунд на обдумывание. Команда мне приносит... Вы подготовили, да? Ручку и... Готово все? Скажут мне на уши. Нет, можете мне потом сказать, и мы тогда... И потом, по окончанию, зрители скажут свой вариант ответа. Всем все понятно? Начинаем. Первый вопрос. В каком году Якутская АССР получила свое современное название Республика Саха-Якутия? Время пошло. Итак, а пока мы послушаем, что же скажет зал. Зрители у вас есть? Еще раз. 1992 год. Да, Google Адам. Знатоки сказали, что 1992 год. Правильный ответ – это 1991 год. Счет игры 0-0. Вопрос второй. Кто и в каком году написал гимн молодежи в Москве? Время пошло. Итак, команда Куяр, ваш вариант ответа. И что же нам ответит зал? Это было правильно, это был Борис Емельянов, а год написания? 2010. Это неверный ответ. Гимн был написан в 2009 году. Счет игры 0-0. Итак, внимание, третий вопрос, музыкальный. Назовите композитора этой композиции. Пожалуйста,
громче, диджей. Знатоки сказали, что это Вивальди «Времена года». Итак, зрители, что же вы на это ответите? Правильный ответ, это был римский Корсаков. Итак, счет игры 1-0 в пользу зала. Похлопаем друг другу. Спасибо нашим знатокам. Мы вам вручаем поощрительные призы. Вот. Он у меня в кармане. Похлопаем еще раз. Приглашаем вас на осенний сезон игр «Что, где, когда». А вы помните летящие в зал очки Анастасии Казаковой? Встречайте на сцене группа Quattro Poker Faces. I wanna hold them like they do in Texas Space. Hold them, let them hit me, baby. Stay with me. Like an intuition, play the card with Spanish turf. And after she's been hooked, I play the one that's on her heart. Whoa, whoa, whoa. I'll get it high, show you what I've got. I'll get him high, show you what I got. Get it mine, or you can read my pocket face. She's got it like nobody. Get it mine, or you can read in my pocket face. Pocket face, pocket face, pocket face. I wanna roll with her, I will play with it. A little gamble, let's pumper you and me. Russian roulette is not the same without a gun. After she's been hooked on lady, what the sun? Oh, 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 oh. I'll get it high, show you what I got. I'll get it high, show you what I've got. Carry on, no, you can't read my poker face.
суперкуратору Яну Васильеву и суперфутболиста, организатора всех чемпионатов по футболу среди якутской молодежи Дмитрия Захарова. Лето, гитара, костер и палатки. В прошлом году прошел первый туристический слет студентов. Организаторами выступили Таня Лукина и студент нефти и газа Артем Иннокентьев. Итак, дорогие друзья, встречаем бурными аплодисментами участников туристического слета. ночная жизнь нашего турслета.
Приглашаем всех на Турслет 2014. Аплодила. Конкурс Туярмако каждый год собирает самых ярких, талантливых и умных девушек не только Москвы, но и других городов России. Итак, представляем вашему вниманию презентационный видеоролик конкурса Туярмако 2014. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 17 мая мы ждем вас на самом долгожданном мероприятии этой весны. На конкурсе красоты и таланта Туярмако 2014. Неделю назад прошел метеоритный дождь. А у нас в прошлом году созвездие было. Встречайте! Победители конкурса талантов созвездие 2013, неповторимая группа Hot Spitz. Min dıllarım doğutur maranan allar, örücünleri görüm gühümen allara, bilgi sürüp bitteleri tutunen biriktirir kızlarısındarar. Min sahabın nefretten bir talabın tayabın, ras keskil küter dolsa hanı yoldan bilegin sarbahtıydı. Olihin sababın min karaktarıbın, min sahabın nefretten bir talabın tayabın, ras keskil küter dolsa hanı yoldan bilegin sarbahtıydı. Olihin sababın min karaktarıbın.
like a super flame. The goddess of the man to tell. And Venus was her name. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm the Venus. I'm the fire, your desire. Well, I'm the Venus. I'm the fire, your desire. Special for you guys. I'm not the only one. 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 Raven, Raven, your Paris red, so beautiful, like an angel in the sky. That if you meet a friendly host, will you communicate back? Will you speak to that? What does the fox say? What the fox say? What the fox say? What the fox say? What does the fox say? Спасибо! Блистательная группа Boat Beat. На сцене наш главный рокер Айталдрома Нарьяна Попова, ее активный помощник Николай Иванов. Итак, дорогие дамы и господа, вы, наверное, почти все знакомы с игрой «Мафия», верно? Но никто, наверное, не догадывался, что, может быть, кто-нибудь догадывался, что ее создал наш русский студент МГУ Дмитрий Данилов в 1986 году. Это был студент психологического факультета, и просто он с друзьями начал играть в общежитиях, в коридорах МГУ, в аудиториях и так далее. И с тех пор эта игра начала распространяться, когда уже ребята начали ходить в лагеря студенческие, где они рассказывали про эту игру другим ребятам из вузов страны. Таким образом, по сей день эта игра очень популярна, очень известна и всеми очень любима.
не остались и мы. С 2012 года по инициативе Валентина Романова проходит еженедельная командная ролевая игра «Мафия», которая собирает студентов из разных вузов. Встречайте, группа любителей мафии! Добрый вечер, мирные жители! Итак, настали темные времена. В нашем городе поселилась мафия. И только вы, дорогие граждане, можете спасти наш город и вычислить, кто есть мафия. Становитесь, пожалуйста, по левую сторону. Поаплодируйте нашим добровольцам! Так, для начала представьтесь, пожалуйста, как вы зовут? Федорова Мария. Евгений. Так, спасибо. Как вы видите, перед вами 6 фигур. Ваша задача заключается в том, чтобы угадать, какой именно персонаж сидит за какой именно маской. Их у нас тут 6: врач, 2 мирных жителя, это бизнесмен и ботаник, комиссар, маньяк и сам дон мафии собственной персоны. Так, объясняю правила игры. Дорогие добровольцы, вы сейчас одна команда. И каждый раз вам будет даваться 10 секунд на обдумывание решения и, конечно, что бы сказали. Для вас мы приготовили наши подсказки. Это каждая фотография каждого участника. Только внимание, они покажутся вам только один раз. Поэтому запомните, пожалуйста, всех персонажей. Хорошо? У вас есть только одно право на ошибку. Согласны? Итак, поехали. Все, ваше внимание на экран. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you Кит walk. справа от меня. И теперь те, кто считает, что мафия сидит слева. Итак, уже понятно, что большинство выбрало фигуру номер 1. Давайте проверим, так ли это. Вы правы, это наша мафия, Аня Филатова. Следовательно, это наш ботаник Артем Мариев. Встречайте. В здоровом теле здоровый дух. Именно с таким девизом работает команда под руководством Александра Бутыкова. Встречаем наших самых спортивных ребят. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, if you fold it up, it's having a bit of time, cause this is Africa.
телеканал Айтал ТВ, в студии корреспондент Александра Федорова, гость программы якутянин 2012 года, идейный вдохновитель благотворительных акций Михаил Миронов. Встречайте! Если каждый делает добро в пределах своих возможностей, то пределы добра становятся безграничными. Наша организация не остается в стороне и участвует в многих благотворительных акциях. Уникальным и единственным в своем роде является проект «Амин», призванный чтобы дарить радость детям с тяжелыми заболеваниями. Внимание! На экран! А ты думала, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ну, вообще, художником. Художником? Пока не могла решить. Творчество, да, значит? А ты рисуешь, да, зайчик? А животных ты любишь? Да. Да? А какой твой самый любимый животное? Ну, вообще, кошки. Кошки? А почему именно кошки? Ну, потому что они ласковые. Урлычи, да? Айтал, привет!
blanket staring. The thoughts of love beginning. Look, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and close to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. Танцевальная группа «Ильбис». Василину Васильеву и талантливого фотографа Николая Степанова. В Москве учатся очень много талантливых ребят. Конкурс «Созвездие талантов» был проведен впервые в 2012 году по инициативе двух замечательных студентов Айгуны Федорова и Айсены Лукиной. Этот конкурс нам помогает не только узнавать новые имена, но и раскрывать наши таланты. Встречаем самых ярких, талантливых ребят, которые учатся вместе с нами.
друзья. А теперь встречаем прекрасную девушку Айко. По инициативе нашего друга и коллеги, студента университета имени нефти и газа, студента университета нефти и газа имени Губкина Артема Иннокентьева. Он, кстати, вот с нами сейчас в зале, похлопайте ему. И вот как раз-таки по его инициативе в 2015 году впервые прошел знаменательный бал, новогодний бал якутской молодежи. Вальс, мазурка, полонез. Всем этим танцам можно было научиться всего за пару недель под руководством очаровательной Сарданы Лилии Шариной. Теперь бал является завершающим событием светской жизни молодых якутян. На сцене лучшие пары бала.
движения «Айтал», Копырина Михаила, Миронова Михаила, Павлова Туяру, Копырину Ольгу, Колесова Нюркуна, Иннокентьева Артема, Мансурова Александра, Николаева Арнольда. Кого-то я еще пропустила? Новоприезжая Надя, сидит с ребеночком. Даша Скрябина, нету, да, Даша Скрябиной. Я думаю, им-то вы не забыли, ребята, веселее. Александру Егорову, конечно же. Кропотливый труд. 2 месяца ребята занимались
репетиционными занятиями, ставили танцы, никто им не помогал, никакой режиссерской подготовки, естественно, ни у кого нет. Никто в жизни, может, и не пел, и не танцевал, но мы как-то умудрились 60 человек научить танцевать. Здорово, да? Танцевали не в парках, не на улице, и впоследствии. Ребята, вы большие молодцы. Молодцы ведь, да? А я бы хотела, во-первых, поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что пришли, уделили время в свой выходной день посмотреть на то, что ребята подготовили. И чтобы не удлинять, я быстренько скажу, что я всем от имени нашего движения и от имени нашего движения я вручаю благодарственные письма. А еще у нас есть подарки, вот такие рюкзаки с логотипом молодежного общественного движения «Айдал». Это достанется каждому, кто так или иначе принял участие в нашем концерте. Рюкзаки от молодежного общественного движения «Айдал» и от наших старших друзей региональной общественной компании, вам надо стать компанией, региональной общественной организации «Якутское землячество» в Москве. Спасибо всем большое. И в первую очередь два рюкзака я бы хотела вручить главным постановщикам этого мероприятия Лукиной Татьяне и Поповой Анне. Благодаря им все это состоялось.